Итак, с хроникой похода на Северный полюс в 1997 году нам расскажет историк Владимир Ильич Облоков. Ну, вот вся хроника, которую сейчас рассказал Владимир Яковлевич, вот и представлена на 8 стендах. А Юрий Сергеевич Кучеров. Всего у меня их 16 стендов. Но поскольку здесь негде их размещать, 8 стендов. Начинается... Я еще с детства мечтал стать военным летчиком. Всем он об этом говорил. Особенно он об этом сказал Юрию Сергеевичу, Юрию Алексеевичу Гагарину. Но я потом расскажу об этом более подробно. Так вот, воспитывался Юрий Сергеевич в простой осетинской семье. Отец у него был коммунистом. И вот он его воспитывал на подвигах замечательных русских героев, покорителей Северного полюса, папанинцев, которые спасали челюскинцев и других. Вот их здесь фотографии, 7 человек, которые впервые в 1944 году получили звание Героя Советского Союза. Первый герой Советского Союза — русский Лев Педеревский. Вот об этом я написал в этой книге. Знаменитый осетинский род Плеевых. И здесь сравнительно идет знаменитые русские осетинские пары, которые прославили народ в этой книге. 11 пар. Вот Лепедиевский здесь в конце. И Астай. Первый герой осетин, летчик Астай. Они вот разговаривают. Ну вот здесь вот, чтобы долго не останавливаться, вот здесь о покорителей Арктики рассказывают. Немного, значит, я не брал некоторые стенды, поэтому перескакивать приходится. Вот помощника капитана ледокольного парохода до капитана атомного ледокола. Это неправильно у вас написано. От матроса буксирного парохода. Я говорю, что я перескакивал. Почему? Я не взял этот стенд. Даже 2 стенда. Первый был, когда он встретился в Москве с Шевелевым. Полярником, который был депутатом Верховного Совета от Северной Осетии. И сказал, что вот я не хочу учиться в институте железнодорожного транспорта, что мне делать? Кто-то ему посоветовал ехать на Диксон. Юрий Сергеевич, ну тогда ему 19 лет, послушал и поехал на Диксон. Вот он стал там матросом буксира Василий Молотов. Но это пропущено. Дальше, после того, как он там зарекомендовал себя с положительной стороны, ему предложили дальше некоторые другие должности. Ледокол Таймыр. Был на ледоколе Таймыры. И далее уже вот началась эра строительства атомных ледоколов. Первый ледокол атомный — это Ленин был. Несколько лет Юрий Сергеевич был дублером на этом атомном ледоколе Ленин. Исключительно себя зарекомендовал. В 1964 году в Мурманске была делегация комсомол Всесоюзно-Ленинского коммунистического союза молодежи, во главе которой был Юрий Алексеевич Гагарин. Так вот он, значит, побывал на
атомном ледоколе Ленин, капитаном которого был Юрий Сергеевич Кучеров, и с ним вел разговор задушевный. И вот тогда вот он сказал, Юрий Сергеевич, да я с детства мечтал быть летчиком. А Гагарин ему сказал, ну что значит летчиком? У вас сейчас такая специальность, такая должность, что вы через некоторое время прославите свое имя. Вот какой пророк был Гагарин. И это сбылось через несколько лет. Понимаете? Потом, когда он уже был капитаном атомного ледокола «Арктика». Вот покорители Северного полюса. Подробно все описывается. Не буду останавливаться, кому нужно будет, потом посмотрят, подойдет, почитает. Короче говоря, здесь водрузили флаг в центре макушки, как выражался Юрий Сергеевич, Северного полюса, флаг, мачту 10-метровую и флаг Советского Союза. А вверху присоединили древко Седова. Этот Седов тоже полярник, но экспедиция Седова не дошла до Северного полюса, он погиб. Потом этот древко нашли, и это древко после, когда закончилось это мероприятие, 15 часов они там находились на Северном полюсе, отправили на родину. И сейчас она находится в музее Арктики и Антарктики. Это древко Седова. Вот такой экспонат на мини. Дальше. Общественно-политическая деятельность Юрия Сергеевича Кучерова. Но здесь в основном в Осетии он бывал. Очень любил он Южную Осетию. Очень любил. Однажды он приехал в Южную Осетию, и там был писатель. Нет. И там был писатель Шанаев. Когда он узнал, что Юрий Сергеевич Кучеров там находится, он к нему пришел и говорит, а вы знаете, что здесь еще находится знаменитый академик Абаев, Василий Иванович. Кучеров говорит, обязательно познакомьте меня с ним. Он его познакомил, и там они вместе беседовали. И вот первый раз вот этот Шанаев, ну он до этого еще написал несколько книг, уже с ним побеседовал, и у него возникла мысль обязательно написать книгу о Юрии Сергеевиче Кучерове. Ну вы знаете, наверное, да, Татьяна? Да? Первая книга. В 1979 году она вышла, эта книга. Вот она. Шанаева. Называется «Арктический джигит». Так вот, я в марте 2004 года встретился впервые с Юрием Сергеевичем Кучеровым. Вот здесь это подробно пишу, как встреча произошла. И захватил эту книгу, показал ему. Он говорит, да знаю, ну какой я арктический джигит, почему он меня так назвал? Я говорю, ну назвал, а что же, джигит? Вы же горец. Ну, и вот он говорит, хорошая книга, очень. Ну действительно, она очень замечательная книга. Написано. И вот он тогда эту книгу, да, и подписал мне эту книгу на память. Кроме того, Юрий Сергеевич вот в тот день подарил мне и визитную карточку. Вот визитная карточка. И сказал, в любое время обращайтесь ко мне. А почему я тогда с ним встретился? Потому что вот писатель, может быть кто-то знает, Георгий Лаврентьевич Лепартоляни, написал несколько книг замечательных. Сталин Великий, Галопом по Питеру и так далее. Но и в половине своих книг
писал о Юрии Сергеевиче Кучееве. Представляете? Он говорил, что я не грузин, я славян. И очень уважал. Вот с того времени я зауважал Юрия Сергеевича Кучеева как своего отца. Он исключительно, вот Татьяна Михайловна перечисляла его положительные черты, но я бы добавил скромность, порядочность, выдержанность, никакого зазнайства. Ну, он даже сфотографировался с сыном. И потом его нужно было возвращаться домой. Ему предложил машину, у него машина. Он говорит, нет, ни в коем случае я с Владимиром Ильичем пешком пойду. И вот мы вместе с ним 20 минут от этого офиса, он тогда бизнесмен, до метро проспект Просвещения. Вот такая замечательная встреча была. На всю жизнь это было. Вот во многих книгах я эту фотографию приложил. Здесь есть в этой книге эта фотография. Здесь о Юрии Сергеевиче Кучееве есть. Ну, всего я 4 книги написал. И кроме того, вот я принес несколько. Раздать есть. Да. Раздать. Несколько газет, ну, кое-кто знает, Борис Иванович, «Покоритель Северного полюса» называется, эта газета, а Юрий Сергеевич Кучеев. Специально я ее написал, эту статью, и с помощью Техова, это был главный редактор газеты «Купчинские вести», вот 5000 экземпляров вышло. Многим подарили, многим, очень многим. И морское, ну, морское пароходство, музеи, Арктики, Антарктики, ну, везде. Так вы раздайте. Сейчас я расскажу, давай, не торопись. Вот. Значит, здесь все буквально коротко все прочитаю. И автограф везде, на каждой газете. Пожалуйста, я дарю всем большим удовольствием от замечательного человека. Каждому, да? Каждому. Дальше. У кого-то есть. Есть. Дальше вот. Общественно-политическая деятельность Юрия Сергеевича Кучеева. Потом здесь. И вот воспоминания сослуживцев Полярника. Вот вспоминает о нем Анатолий. Это я. Вот. Очень тепло пишет о Юрии Сергеевиче Кучееве. Ну и краткая биография. Ну вот теперь здесь памятные места связаны с жизнью и деятельностью Кучеева. В Осетии очень много памятных мест. Но я не буду, я несколько раз ездил в Осетию, был и в школе, был и в музеях. Везде было. И везде, значит, вот. Да, кстати, мама Юрия Сергеевича Кучеева была из рода, знаменитого рода Питагорова. Остап Иванович Питагоров. Из селения на вот, селения на. Представляете? Значит, породненный род. Кучеев и Питагоров. Вот здесь, в Ленинграде, Санкт-Петербурге, тоже очень много памятных мест. Очень много. Но вот только вот сейчас бы добавить надо было бы и библиотеку имени Грибоедова. Сколько вот минут собираемся ради такого замечательного человека. Знаменитый род Кучеев. Здесь вот отец Кучеева, он Сергей Матвеевич Кучеев. Потом он был министром земледелия Северной Осетии.
пригласили меня. Вот его брат, вот сам Юрий Сергеевич, очень замечательно. 1937 году несчастье было в семье Чиева. Отца Юрия Сергеевича Чиева арестовали, и через некоторое время он был расстрелян. Но Юрий Сергеевич не обозначил, он мне рассказывал лично. Я говорю, пошел в архив, добился, чтобы мне показали все документы, почему моего отца. Он же святой для меня был. Я не верю, что он какой-то был враг народа. Ему показали, и он убедился, что подлец какой-то на него клеветал. Вот такие люди были. Но это не только отца, а многих. Ну, здесь вот другие знаменитые люди. Да, вот еще очень интересный мне материал попался. Загадка. Кучиев. Это один из пассажиров теплохода «Титаник». А вот он остался жив. Был в нижней палубе, потому что молодой был парень, но у него желудок развалился. Он вышел на верхнюю палубу. И вот как раз этот «Титаник» наткнулся на льдину. Начал так. Он тоже спрыгнул, зацепился за бревно и уцелел. Через некоторое время, это вот, парень попал в Америку, а потом выплатили ему компенсацию, так просто там не оставляли погибших. Компенсацию, он с этой компенсацией возвратился в Осетию и зажил более-менее прилично. Вот такие вот были. Значит, что я еще хочу сказать. Сейчас планы какие у меня, может быть, воплотятся они в жизнь. Значит, знаменитые русско-осетинские семейные пары. Вот написал уже о Юрии Сергеевиче Кучиеве и об его супруге. Об его супруге. Да. Нинель. Алексееве. Нинель. Его имя. Вот если с обратной стороны прочитать, это будет Ленин. Вот так ей дал имя отец ее. Она была журналистка, и вот когда он получил травму на буксире, она была у него в палате и взяла интервью. И моментально между ними возникла любовь. Так вот они прожили 52 года. 52 года прожили вместе. У них двое сыновей, дочь, двое внуков, внучка и двое правнуков. Ну, может быть, сейчас еще, я не знаю. В 1999 году его жена, к сожалению, умерла. Он очень переживал, Я с ним встречался часто. Вот. Но он завещал меня и Нинелечка он ее называл, похоронить только в водах Северного Ледовитого океана. Вот так и сделали полярники. На ледоколе Ямал туда отправили, и они прах развеяли. Опустили, Владимир Ильич, опустили эти урны с его прахом и супруги на дно. Ну, развеяли. Развеяли. Нет. Опустили две урны. В одном урне его прах, а в другой урне ее прах. Вы были? Нет, я не был, но я знаю. Это все Ну было вот так. серьезно. А пишут, развеяли. Ну, нет, да. Все, Я Ильич, знаю. Опустили. Ильич. Вот вкратце, Советский Союз, капитан. очень коротко, история покорения Северного полюса. Очень интересно. Юрий Сергеевич Кучиев, но самое главное, знаменательным и отважным коллективом этого ледокола.
Там были и Анатолий Алексеевич, старпомом в то время. И вы были, тоже там. Знаете, да? Вот. Многие были. Все это в памяти. Евгений Федорович Ульянов. А? Ну вот все. Спасибо, Владимир Ильич, спасибо.